Гульзина – жительница Аксуйского района из Сыкульской области. На парламентских выборах она участвовала по форме 2 в Акбосого. Но из-за того, что выборы депутатов местных кеңеша будут проходить не по форме 2, у нее возникают проблемы с участием на голосовании. Когда были президентские выборы, то я, конечно, ходила, проверяла, с каком участке я буду голосовать. Тогда вышел адрес, тот, которого Акбосого, где я голосовала до этого. Я проверяла информацию, говоря, что по форме 2 уже не проходят. На прошедших парламентских выборах 2020 года, которые были отменены, была использована форма 2. Из-за того, что были манипуляции, около полумиллиона человек перемещены по форме 2. Депутаты в октябре изменили избирательное законодательство и запретили перемещение по форме 2. По словам эксперта Атыры Абдрахматовой, все наши списки избирателей либо списки граждан находятся в руках ГРС. Они создают единый государственный реестр населения. Исходя из этого общего реестра, Центр избиркома берет тех, кто достиг 18 лет, и они уже могут участвовать в выборах. Процессе. 11 апреля должны состояться выборы депутатов местных кеңешей в 92% по всей стране. И там на местных кеңешах форма 2 не используется, потому что однозначно есть требование, что должен иметь право голосовать на местных выборах член местного сообщества. А кто такой член местного сообщества? Гражданин, проживающий в определенной местности, административно-территориальной единицы. И это то, что он проживает здесь, должно подтверждаться отметкой в паспорте. Поэтому все перемещения по форме 2, они, конечно, в связи с чем могут возникать такие проблемы. Это вопрос уже к ГРЭС и к ЦИКу. В выборах депутатов Джикурку кеңеша будут участвовать около 500 тысяч избирателей. По словам заместителя председателя ЦИК Кыргызстана Абдыджапара Бематова, из-за массового перемещения с одного места на другое по форме 2 было не очень хорошо. Эта форма была отменена по закону, который уже вступил в силу. Теперь каждый гражданин будет голосовать по месту, которое прописано в паспорте. Если возникли какие-то проблемы, обращайтесь к нам. Даже можно в электронном виде, но проблем не должно возникать. У нас в практике такого не было. Если есть какие-то неполадки в системе, то обращайтесь к нам на сайт Центра избиркома. Все проверим. Напомню, что если у граждан возникли какие-то вопросы по поводу голосования на предстоящих выборах в местной кеңеши или по поводу формы 2, то по этому вопросу надо обращаться в ЦИК или ГРС. Айжан Аманова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.